В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина и Алексей Соколов. Здравствуйте. Многоквартирные дома в России нужно оснастить автоматизированными системами контроля. В Государственную Думу внесли поправки о системах газовой безопасности. Комиссия проведет расследование до 31 января. Ниренгринцы инициировали проверку воды в реке Чульман. Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота. Впервые в современной истории республики добыча золота превысила отметку в 28 тонн. Готовь сани летом, а суда зимой. В Якутске на Жатайской базе технической эксплуатации флота полным ходом идут работы по подготовке к навигации. Лучшие по 8 видам спорта. На финальной стадии подготовка спортсменов к предстоящим первым зимним играм «Дети Азии». В Государственную Думу внесли поправки в закон о системах газовой безопасности. По замыслу авторов, многоквартирные дома в России нужно оснастить автоматизированными системами контроля, которые позволят не только управлять потоком газов, но и в случае чего перекрывать подачу топлива, а также оповещать об опасности аварийной службы. Основные причины взрывов бытового газа связаны с ненадлежащим содержанием газового оборудования, несвоевременной его заменой или ремонтом и человеческими факторами. Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек. В Ниренгринскую районную администрацию от неравнодушных ниренгринцев поступила информация о загрязнении реки Чульман в 7 километрах от Неринги. Для расследования данного факта создали межведомственную комиссию. В нее вошли представители районной администрации, районного комитета государственного экологического надзора, отдела рыбоохраны, общественный экологический совет и местные депутаты. Комиссия проведет расследование до 31 января и направит материалы в контрольно-надзорные органы для принятия мер. Были проведены выезды на место загрязнения, были взяты пробы в области реки, то есть выше по течению речки Верхняя Ниренгринка, Дежневка, Чульман, соответственно, ну и отправлены в лабораторию в Якутск. По результатам этих анализов будут сделаны соответствующие выводы и дальнейшее процессуальное решение. Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота. Впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн. Об этом сообщил глава Кабмина Якутии Владимир Солодов. А развитие ключевых инвестиционных проектов отрасли позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля, достигнув 12 и 17,7 миллионов тонн соответственно. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря открытию новых угольных фабрик и месторождений драгоценных металлов. В Якутии ожидается увеличение финансирования программы обеспечения жильем многодетных семей в 5 раз. Сегодня вице-премьер правительства Кирилл Бычков подвел итоги работы за минувший год и поделился планами на наступивший. По его словам, несмотря на то, что весь строительный рынок России в текущем году ожидают определенные сложности, руководство Якутии ставит себе задачу повысить уровень ввода жилья в республике. Так, в этом году свои жилищные условия смогут улучшить более 450 молодых семей, а также более 200 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также зампред коснулся еще одного острого вопроса. В этом году на решение проблемы обманутых дольщиков республика выделила 150 миллионов рублей. Для сравнения, в минувшем году выделили лишь 20 миллионов. Также речь шла и о программе переселения из аварийного жилья. Всего у нас сейчас аварийный фонд порядка 1 миллиона 340 тысяч квадратных метров. Из них до 2017 года признанными таковыми являются порядка 1 миллиона 137 тысяч метров. Это на самом деле огромная цифра. Это мы на первом месте сейчас по количеству аварийного фонда в России. Нам удалось предыдущий этап завершить победно. Все объекты абсолютно были сданы до конца года. Мы отчитались в фонд реформирования ЖКХ о том, что мы эту программу выполнили. На этот год получили заверение о том, что мы получаем средства в общей сложности более 60 миллиардов рублей. Скажу, что это почти в 3 раза больше, чем программа прошлых периодов.
Предложение якутян по развитию Дальнего Востока примет заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов. Сегодня он с рабочим визитом приехал в столицу Якутии. На данный момент от якутян принято около 106 предложений по 8 направлениям, которые презентует рабочая группа, отметил председатель Общественной палаты республики Алексей Сергучев. На совещании озвучат до 5 самых крупных проектов. Самые популярные из них коснулись вопросов экологии, ЖКХ и транспорта. Также в рамках своего визита Александр Точенов посетил первый на Дальнем Востоке IT-парк в Якутске. Напомню, что он заработал в преддверии Нового года. Здесь есть проекты, которые занимаются играми, бизнес-приложениями и обучением в сфере, так скажем, IT и дизайна. Также у нас есть лаборатории, в которых резиденты могут что-то изготовить, либо создать какой-то продукт без необходимости приобретения дорогого оборудования. То есть оборудование мы предоставляем, также предоставляем помощь в работе с ним, экспертизу. И одна из важных функций IT-парка – это общение айтишников между собой. Тем самым они обмениваются опытом и получают от этого еще больше пользы. Сотрудники ГИМ следят за безопасностью людей на водных объектах. Сегодня в рамках операции «Ледовые переправы» и месячника безопасности на Зеленом лугу переправы реки Лена прошел совместный рейд административной комиссии Якутска, сотрудников инспекции и ГИБДД. Они выявляли несанкционированные выезды на ледовую переправу. В ходе операции остановили десятки нарушителей, в отношении которых составили протоколы об административном правонарушении. На территории Республики Саха-Якутия из запланированных 48 ледовых переправ функционирует 40. В черте города Якутска 3 функционируют. Якутск-Нижний Бестях 30 тонн, Канглас и Сотинцы 20 тонн и Хатас и Павловск 40 тонн. Готовь сани летом, а суда зимой. В Якутске на Жатайской базе технической эксплуатации флота полным ходом идут работы по подготовке к навигации 2019. На судоремонте находится 109 единиц флота, из них 28 с применением вымораживания. Это способ доступа к подводной части личных судов в зимнее время для ремонта корпусов и элементов двигательно-рулевого комплекса. Репортаж Александра Зубехина. 4 бригады общей численностью 11 человек каждый день вырубают лед у бортов. Делают майны, то есть ямы, не доходящие до воды. Под ней намерзает новый слой льда. Когда он становится толще, можно продолжить углубляться. Задача дойти до места, где нужен ремонт. Это надводная часть. Вот будем такие же работы после выморозки проводить и подводной части. Также менять углы, днище, где придется, набор внутри будем делать. Все это будем делать после выморозки. Выморозчик использует бензопилу и вот такое кайло. Для того, чтобы продолбить здесь вот такое углубление, добраться до двигательно-рулевого комплекса, для того, чтобы его осмотреть и произвести в случае необходимости ремонтные работы. 4 судна выморожены. До полного завершения работы осталось 60%. Всего специалистам предстоит извлечь 2300 кубометров льда. Опасность можно пробить, по неосторожности, конечно. И вода заполнит, работа просто пойдет на смарку. Опять будет, опять заново. На моем веку еще никто не погиб и не покалечился. Но на такие суда идут люди, которые, в принципе, уже проверенные, у которых опытные. Лед в майне теплый. Работа вентилятора нужна, чтобы воздух внутри ямы циркулировал и охлаждался. Тогда лед нарастает быстрее. За сутки намерзает до 5 сантиметров. Все идет по графику, по плану. Отставание у нас в этом году только 6%. В связи с тем, что декабрь у нас и начало января было теплое. Промерзание идет слабо. А так мы все успеваем. Сейчас начались морозы. Сегодня 46, так что вообще прекрасно. Люди вышли на работу, работают. Радуются. А выморозка нужна, чтобы успеть подготовить суда к навигации. К 1 марта планируется завершить ее на все 100%. Александр Зубехин, Григорий Николаев, Жатай. Якутский коммунально-строительный техникум поддерживает высокие стандарты профобразования. Сегодня в техникуме организовали пресс-тур для журналистов. В 2018 году учебное заведение получило субсидию на обновление материально-технической базы. Коллектив разработал и успешно защитил проект комплексной модернизации. На выделенные средства, это 42 миллиона рублей, в техникум приобрели современное оборудование, станки, учебно-лабораторные комплексы и инструменты в соответствии с международными стандартами WorldSkills. А благодаря модернизации повышается уровень и качество подготовки будущих работников сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
наши ребята могут научиться так работать, где они могут быть востребованы на самом деле в любых и зарубежных, в том числе, компаниях. Соответственно, мы будем здесь делать специализированный центр компетенции по этому направлению, мастер ЖКХ, и, соответственно, ребята будут готовиться и к чемпионатному циклу, к соревнованиям WorldSkills, и будут также обучаться, проходить практику и уже совершенствовать свою квалификацию. А в Ленской районной больнице начали обучать фельдшеров. Это стало возможно благодаря защите программы «Лечебное дело». Группа из 15 человек уже обучается, причем за счет средств районного бюджета. Все подробности в нашем следующем материале. Сегодня в группе обучается 15 студентов. Изначально было подано 58 заявок. По итогам отбора большая часть отсеялась. Приоритет программы обучения сельского населения, так как многие ФАПы сегодня остаются без специалистов. Так, большая часть студентов – это жители поселков Надора, Чимча и Артанахар. Приоритетным было при наборе отдавать предпочтение тем желающим обучаться, которые приехали с поселков, с наслегов, с тем, чтобы потом их распределять именно туда. И, в общем-то, они готовы к этому, они с этой целью и поступали учиться, чтобы потом вернуться в свои поселки и там работать. Милена Нагнарутова приехала из села Натора. Девушка окончила школу год назад. Несколько месяцев работала в учебном заведении лаборантом. Когда узнала, что в Ленске можно поступить на очное обучение по специальности фельдшер, не раздумывая, приехала, поступила. Чтобы вернуться в деревню и работать там фельдшером. Там не хватает помощника для врача. Сама хотела стать врачом с детства почему-то. Мечта детства осуществилась, притом образование Милена получает бесплатно. Средства на ее обучение, как и остальных студентов, выделяются из районного бюджета. Вадим Зорин – единственный молодой человек в группе. Он пошел по стопам своей семьи. Все они медики. Хочу быть медиком, спасать жизни. И потому что у меня мама работает в больнице тоже. Поступил на обучение сразу после окончания школы. Мечтает работать фельдшером скорой помощи. В группе обучаются не только выпускники школ, но и девушки, уже работающие в больнице санитарками. Я работаю здесь же в больнице в неврологическом отделении санитаркой. Ну и вообще с детства, со школы мечтала идти в медицинский, но по обстоятельствам у меня не получилось. И вот представилась такая возможность, я сразу решила пойти учиться на фельдшера. Уже через 3,5 года Надежда получит специальность фельдшера. Все студенты предупреждены заранее, что будут распределены по наслегам. Девушка признается, что совсем не против. С удовольствием поедет и будет работать на селе. Вас не страшит то, что вас могут отправить, допустим, в наследники работать? Да нет, я в принципе готова к этому. С 1 сентября у студентов проходят лекции. Они продлятся до марта. Со второго квартала этого года начнется доклиническая практика, которая будет проходить в оборудованных кабинетах с использованием муляжей, фантомов и наглядных пособий. Учебная практика в отделениях для студентов начнется со 2-го курса. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Но сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Главное пожелание финансирования: Алданский театр юного зрителя строит планы на год театра. Лучшие по 8 видам спорта. На финальной стадии подготовка спортсменов к предстоящим первым зимним играм «Дети Азии». В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. 2019 год в России был объявлен годом театра. В планах у артистов Алданского ТЮЗа прежде всего творческая работа. Надежды же связаны с повышением внимания к театру со стороны Министерства культуры и местных властей. Подробности далее. Любое театральное действо, будь то спектакль, концерт или капустник, заканчивается, но не имеет финала творческий поиск. Премьеры, спектакли, гастроли в стремительном и прекрасном круговороте почти 40 лет бурлит жизнь Алданского ТЮЗа. Я думаю, что наконец-то мы получили свою определенную долю популярности, и об этом говорят и практически полные залы на каждом спектакле, независимо от того, премьерный он либо повторный. И поэтому я думаю, что да, наконец-то наши молдане, наш ТЮЗ узнают нас наконец-то.
Массовые гуляния района и города, торжественные мероприятия, камерные праздники, организации. С творчеством ТЮЗа знаком каждый человек. Особенно любимы детьми и взрослыми долгосрочные проекты. Так в ежегодном фестивале детского творчества «Золотая сказка» принимают участие все школы и детские сады района. Фестиваль, конечно, набирает свои обороты. Очень замечательно. Все дети с удовольствием выступают на сцене. И хочется сказать, что такая дружеская атмосфера. В стенах Алданского ТЮЗа работают хореографические и вокальные студии, творческие мастерские и актерские объединения. Легендарным многие назовут Народный театр «Образ». 10-летний юбилей в этом году отметит молодежная мастерская «Тема». В каждый театральный сезон «Тема» выпускает по меньшей мере одну премьеру. Я бы хотела пожелать ТЮЗу процветания, чтобы он там больше зрителей, конечно же. 2019 в России объявлен годом театров. В планах у артистов ТЮЗа прежде всего творческая работа. Надежды же связаны с повышением внимания к театру со стороны Министерства культуры, местной власти и ряда предприятий. Планы-то у нас одни, работа. Спектакли новые, игровые программы, премьеры какие-то. А что пожелать, как любому театру, финансирование. Первых своих зрителей ТЮЗ принял почти 40 лет назад. 19 октября считается днем рождения театра и стартом творческого сезона. Для десятков поколений театр явился духовно-созидательной мастерской. Многим он отворил дверь в большое творчество. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Ленске началась подготовка к крещению. Готовятся к православному празднику все предприятия, организации и индивидуальные предприниматели. Оказывают посильную помощь городской администрации в подготовке. Место для проведения священного обряда традиционно будет на реке Лени, вблизи пристани. Сегодня на расчистку территории выехала специальная техника. Планируется расчистить отдельно спуски, подъем от места установки проруби. Также от снега очистят территорию для установки палаток. Они оказывают нам посильную помощь в выделении техники, тракторов. Также это МУАТ, акционерная компания «Алроса», предоставляет бульдозерную технику. На добровольных началах оказывают спонсорскую помощь индивидуальные предприниматели Павленко, Богатыренко. Это они предоставляют нам цепи, масла, бензин, то есть внебюджетные средства. На финальной стадии подготовка спортсменов к предстоящим первым зимним играм «Дядя-Азия». Напомню, они пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. В программу соревнований вошли 8 видов спорта. Фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Ярославу всего 14, из них хоккею он посвятил 9 лет. Пришел на каток, как и большинство детей, просто из интереса. Но в отличие от многих других, сумел по-настоящему полюбить этот суровый вид спорта. Несмотря на то, что в карьере юных спортсменов уже были крупные соревнования, к первым зимним играм «Дети Азии» они готовятся с недетским упорством. Это так, на среднем уровне. Я был на крупнее. Я волнуюсь перед игрой там. На тренировку стараюсь все правильно делать. Но перед соревнованием они тяжелее стали. Чуть-чуть усложненные финты там. Хоккей требует от спортсменов выполнения сложных приемов в условиях взрывных скоростей и интенсивного физического контакта. Именно поэтому юные хоккеисты оттачивают не только тело, но и дух. И беспрестанно оттачивают свое мастерство. В воскресенье юные хоккеисты вернулись в Якутск с бронзой первенства России регион Восток. И буквально сойдя с трапа самолета, команда едет на тренировки. Ребята занимаются ежедневно утром и вечером. На Сахалин уже с 25 января. И будем там тренироваться тоже день по 2 раза. Лед будет. И так будем тренироваться до игр. С детьми работают психологи. Они там собираются, их раскрывают, их по-своему. Все это делается для результата, для того, чтобы они на льду были не скованы, раскрылись. До игр остается меньше месяца. В сборную Якутии вошли 117 человек, из них 76 спортсменов. Кроме того, тренеры, судьи, врачи и психологи. Именно подготовку проходили по требованиям старших тренеров. Мы проводили первенство Республики Саха-Якутия, участвовали на первенствах России и разных уровнях мероприятий. По этим выступлениям отбиралась сборная команда Республики Саха-Якутия.
по лыжным гонкам, и по хоккею, и по шорт-треку, по горному лыжу, и по биатлону. Первые спортсмены уже находятся в Южно-Сахалинске. Это команда по лыжным гонкам. Полностью сборная Якутии соберется на Сахалине 25 января, когда на место соревнований прибудет команда по хоккею. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Илья Сыромятников, Якутск. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест новостей Мирнинского района. Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. В ближайшие дни в Мирнинском районе наблюдается понижение температуры воздуха до минус 50 градусов. Служба чрезвычайных ситуаций просит быть максимально внимательными и соблюдать осторожность. А теперь к актуальным новостям этой недели. Впервые в мирном купании пройдут в черте города на реке Ирилях в микрорайоне Заречный. Мероприятия начнутся с молебна на освящение воды в проруби 18 января в 9 часов вечера. Добраться до места проведения купаний можно как на личном автотранспорте, так и на рейсовых автобусах. В эти дни будет организована дополнительная остановка городского автотранспорта по маршрутам номер 2 и 3 возле места проведения мероприятия 18 января с 20 до 22 часов, 19 января с 6 утра до 21 часа. Также в субботу в Свято-Троицком храме в 8 часов пройдет божественная литургия и великое очищение воды. Подобные крещенские купания очень популярны среди нашего народа. Вот и особо они популярны вот у нас на Крайнем Севере. Хотелось бы обратить внимание, что есть в Священном Писании такие слова: «Не искушай Господа Бога твоего». Что если у человека есть серьезные препятствия в плане здоровья, в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, ну, еще, наверное, ряд каких-то, то, конечно, не стоит искушать Господа Бога. Вот лучше можно прийти на прорубь, поучаствовать в молебне, просто взять, умыть лицо этой священной водой. 8 учеников Центра дополнительного образования будут участвовать в 4-м республиканском робототехническом фестивале «Робофест Якутск», который является региональным отборочным этапом Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2019». Каждым годом желающих учиться детей становится все больше. Если взять, в прошлом году у нас обучающихся было 60, в этом году уже 90. Я подготовил робота, который проходит испытания, убирая банки, забирая мяч и пиная их на другие банки. Ну, это больше похоже на робота-футболиста. А на этом пока все. До новых встреч в эфире.